Sing this song. Let's get together. It makes us strong. Let's get together. Что? О, что-то жрать охота. О, прокисло-то как. О, надо пойти пожрать. Придется заказывать. Ну, придется заказать еду. Какое число? Что? Всем аппетитного времени суток, дорогие друзья! С вами опять Павлов Александр, и это в поисках еды номер 2. Скорее всего, мы будем продолжать, если людям нравится, возможно, это интересно. Сзади сидит Ларри, поздоровайтесь с ним тоже. И сегодня мы закажем еду. Закажем еду мы не обычную, а черный бургер. Черный бургер в Якутске. Черный бургер в Якутске. У них был некий маленький скандальчик вместе с этим, с Тимати, кажется, в Тантум Форде. И если ты в теме, помни, это Тантум Верде Форте. Только Black Star делают черный бургер. Но не тут-то было. Кто это сказал, что черные бургеры с перчатками дают только Black Star? И в Якутске решил кто-то тоже заработать на этом. Чуть-чуть хайпа словил, и весь Инстаграм заполнился репостами с этого черного бургера. Так вот, давайте сразу пройдемся. У них есть две странички в Инстаграме. Первая страничка — это у нас меню, в котором есть, давайте сразу пройдемся, паста карбонара, болоньезе и с курицей. Все эти три пасты где-то около 300 грамм и стоят также за 1 грамм ты платишь 1 рубль, то есть 300 рублей. Куриные крылышки, фри, ну это понятно, это практически везде в бургерных и должно быть. Следующее — это Mash Chicken, называется бургер. 329 рублей стоит, Chicken Bacon 339 рублей, Beef Barbecue 329 рублей, Don Regali 339 рублей и шаурма есть. Как же без шаурмы в 2016 году? 2017 уже пришел, хайп на шаурму, наверное, скорее всего, сейчас закончится. Ну, это так, к слову. Так что давайте заказывать. Доставка по центру 100 рублей. Это написано в одной группе. Минимальная сумма заказа 500 рублей. Бесплатная доставка от 1000 рублей. Надеюсь, что мы сейчас договоримся с Ларри закупиться на более чем 1000 рублей, ибо нас никто не финансирует. Мы закажем еду с Burger Club ЕКТ. 16:48 сейчас, и мне сказали, что нужно будет ждать с 5 часов до 6 вечера. И посмотрим, за сколько они сделают и привезут. Вот и пришла наша еда. Наша не только еда, но еще и кола. За 110 рублей нам дали литровую колу, что довольно-таки дорого для некоторых людей. И вот тут вот пришла вот сама доставочка. Еда от Burger Lab. Привез у нас курьер еду в специальной термосумке, то есть она должна быть теплой. Ну, я чувствую через пакет, что довольно тепло. Давайте посмотрим, что нам привезли. Тут есть отличный чек, у них написано Burger Lab большими буквами черными. И первое, что мы видим, это фольга. Кажется, доставка научилась, понимает, что в минус 50 на улице просто так еду не привезешь. То, что она остынет, это моментально, практически до первой минуты. Наша шаурмечка. Шаурма, шавермочка. И давайте, наверное, посмотрим. Довольно-таки теплая. Не скажу, что горячая. Паста в коробочках от Удона. Тоже теплая довольно-таки. Термосумка решает многое. И, конечно же, у нас здесь крылышки. Тоже тепленькие. Тут у нас есть приборы для одного человека. Одна вилочка и перчаточки. Перчатки. В принципе, это практично, я думаю. Странные перчатки. Я раньше таких не видел. Честно, не видел. Наверное, давно не носил перчаток никаких. У меня варежки просто. Можно приступать, наверное. Перчаточки. Давайте сперва измерим граммовку. В принципе, мы поняли то, что все тепленькое. Итак, Burger Lab. Так, понятно, сенсор не определяет в перчатках у меня пальцы.
Так, и куриные крылышки. Знаменитая закуска из хрустящих куриных крылышек, обжаренных в пикантном соусе. 200 грамм у нас должны весить эти куриные крылышки. Давайте посмотрим. Куриные крылышки 201 грамм. 202. Все пока что правильно. Смотрим следующее. Что мы заказали? Это биф барбекю. По бургерам, к сожалению, в меню не написана граммовка. Давайте посмотрим. Биф барбекю 303 грамма. То есть 3 грамма, это, скорее всего, вся фольга вокруг. И 300 грамм мы получаем. Это даже не рубль, а грамм. Ну ничего. Наверное, это вкусно. Черный бургер, все дела. Давайте следующее посмотрим. Шаурма. Шаурма я заказал просто Цезарь ролл. 220 грамм должно весить. 228 грамм. Все правильно, 199 рублей это стоит. Пока с этой едой все в порядке. Ну и переходим к тому, что у нас обычно, наверное, не заказывают. Паста болоньезе. Болоньезе должно весить 340 грамм и стоит оно 279 рублей. 335 грамм. Коробка весит около 5 или 10 грамм, скорее всего, я считаю. И 340 грамм. Вот тут вот уже не довес. Ну, совершенно маленький, граммов на 10. Так что сами решайте, если вас обманули на столько грамм, то будете ли вы жаловаться. Доставка у нас получилась бесплатной, потому что мы заказали на сумму более 1000 рублей. И сколько мы ждали? Сейчас время 18:15, 10 минут назад курьер пришел, и это получается 18:05. Ждали мы с 16:48. Количество салфеток довольно-таки радует, если считать, что они привезли это на одну персону, хотя нас двое. Достаточное количество салфеток, плюс еще есть салфетка с вилкой сразу. В принципе, все мы посмотрели. Наверное, вы хотите увидеть, как они выглядят. И давайте посмотрим. Паста болоньезе. Чуть-чуть она подсохла, кажется, пока она была открыта. Возможно, с самого начала такое было. Вот у нас есть соус сверху. Он довольно... А это сыр, да, извиняюсь. Есть фарш мясной и есть спагетти. Обычные спагетти. Угу, отлично. Что дальше? Куриные крылышки. Давайте посмотрим. Обычные куриные крылышки. Чуток даже более черные, чем обычные, наверное. Хотя в Хесбургере они вообще подгорают часто. Дальше шаурма. Цезарь ролл. Наверное, мы чуть-чуть повандалим и раскроем, что же внутри. Тут у нас есть соус. В принципе, выглядит, кажется, аппетитно довольно-таки. И внутри не такие красные помидоры, как хотелось бы. Ну да ладно, мяса в принципе много. За 199 рублей, в принципе, приемлемая цена для шаурмы, потому что восточная кухня довольно-таки в последнее время завышает цену. И почему бы не купить за 199 рублей вот такой вот Цезарь. И давайте посмотрим коронное блюдо. Оу. Ну, в принципе, правильно сделали, что они положили это в салфетки, но тут должна быть бумага, на самом деле, специальная, которая не должна давать влаги скапливаться на бургере. Вы можете посмотреть, что происходит. В принципе, булка очень сухая, потому что черная, наверное. Вы можете посмотреть сейчас, вот как это все выглядит. В принципе, по красоте, как вы считаете. И давайте посмотрим, что же внутри. Внутри у нас, как страшно выглядит это черное тесто. Вот реально, честно. Немного чего тут есть. Соус красненький такой. Томат с чем-то, наверное. Ну и все, давайте попробуем это все на вкус. И в конце мы оценим это все и скажем, вкусно это или нет. Вторично эти перчатки делать намного сложнее. Так, хорошо. Давайте попробуем это все на вкус. У меня есть тут кола, чтобы запивать. Кола Чанский. Раз. Каков же вкус? Нормально. Паста болоньезе вкусно. Не противно точно. Вдруг кому-нибудь не понравится. Бывают такие люди, которым не нравится что-либо. На это уже предпочтения такие маленькие. Следующее. Курица. Крылышки. You touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
Чувствуется вкус легкой гари, но совсем легкой. Есть можно, вкус от этого сильно не портится, но чувствуется. Из-за этого, возможно, они делают это все в спешке и забывают, там, наверное, как бывает, много заказов, скорее всего, потому что бум недавно был, этого бургер Лаба, слегка подгоревшие крылышки. Ничего, есть можно, но это стоит 279 рублей. Теперь попробуем шаурму. Цезарь ролл, оно называется. Куриная шаурма, простонародье. Пробуем. You touch my tra-la-la. За такую цену это вкусно, это приемлемо. Я бы точно купил. Это у нас салфетка от бургера. Не обращайте внимания. Я бы такой купил за 199 рублей, в принципе, и не жалел бы о том, что купил. Но это не шедевр какой-то. Ну и подходим к королю этой вечеринки. Черный бургер. Почему же его заказывают? Это все потому, что он черный? Я вам скажу да. Ну что ж, я, пожалуй, откушу, хотя это заказал Ларри сам себе. Злодей, и съем это. You touch my tra-la-la. My ding-ding. Ужасно сухая булка вообще. У тебя рот как будто этот песок схавал. Вот в детстве когда-нибудь делали куличики. Я в детстве попробовал один куличик. И рот был полностью сухим конкретно из-за этого песка. Тут, ну, это вряд ли схоже с песком, но тут реально сухо очень. Походу, этот краситель черный делает булку совсем уж какой-то, не знаю, пресной, сухой. Давайте вот посмотрим. Вроде она мягкая такая, да? Что это такое? Это вообще похоже на стекловату какую-то черную, да? Нет, это похоже на... Как это? Поролон, да? Смотрите, это какой-то поролончик такой черненький, но походу съедобный. Реально сухое такое, как будто ты... Чего я жалуюсь? Чего я жалуюсь? Почему я жалуюсь? Потому что эта штука стоит 329 рублей. За 329 рублей я могу себе позволить Big Chicken бекон в Хэсбургере, который будет вкусный, сочный, и это черный поролон. Между двух черных поролончиков у нас лежит все, и они как будто вот не сочетаются с друг другом, они не присоединены друг к другу, они все время отваливаются. Вот середина, вот эта вот котлета с сыром или с чем это, чисто они друг к другу прилипли, а к тесту никак не хочет это прилипнуть. Это того не стоит, это точно. Вот за 100 рублей, за 150 я бы это съел и не жаловался бы. За 150 это что-то эксклюзивное, такое черное, да? Можно попортоваться перед друзьями, сделать репост там, чтобы тебе еще бесплатно дали это все. Но за 329 рублей я это покупать не собираюсь. А ведь это их коронка, между прочим. И коронное блюдо у них не получилось совсем. Ужасно. Некоторые люди могут уже сейчас, наверное, выключать это видео. Ну, а если ты посмотрел это видео и считаешь, что черный бургер это отвратительно, ставь класс. Репости это видео, скажи друзьям, что тут обсирают черные бургеры. Вот мы съели еду, и теперь мы можем сказать, какова вся еда на вкус. Стоит ли ее покупать или нет. Все это на ваше усмотрение в любом случае. Так вот, черный бургер. Это коронка бургер Лаба ЕКТ. Сухой очень прямо-таки. Котлета не такая уж и вкусная. Там есть соус. Соус, оказывается, это непростой майонез. Этот соус нужно добавлять в болоньезе. В принципе, мы попробовали намазать этим соусом бургер, чтобы, может быть, это нужно сделать, да, хотя вряд ли. Все равно бургер оказался сухим, и для нас показалось, что 329 рублей этот бургер не стоит.
Что же еще? Крылышки, они уж точно отдают гарью. Это плохо весьма, но и на голодный желудок съесть можно. А вот если ты уже чуток сыт, то ты будешь так, почему оно горело, я не буду это есть, и так далее. Следующее, у нас есть Цезарь ролл, который мне очень сильно понравился, Ларри тоже понравился, он говорил, что это довольно-таки вкусно. И также есть у нас болоньезе, это просто спагетти с фаршем и сверху покрыто это все сыром. Тоже довольно-таки обычно, наверное, даже вкусно, по-домашнему даже как-то. Но подается это в упаковке от удона какого-то. И на 300 рублей практически это довольно мало, как показалось мне. Что же из плюсов вообще таких хороших можно сказать? То, что тут есть перчатки, если вы вдруг где-нибудь на стройке работаете, руки грязные, далеко идти мыть, и вы очень ленивый, тут вот перчаточки приходят, там ты одел, и все, твои грязные руки уже не повредят твоей еде, и микробы не попадут в твой организм. Можно с помощью этих перчаток чисто плотно покушать. Что еще? Кучу салфеток дают, этого в принципе хватает. Все очень красивенько в полиэтиленовых пакетиках. Есть даже зубочистка, вилка. К сожалению, они не спрашивают вначале, на сколько персон заказывается еда, что в принципе, наверное, уже минус такой именно к персоналу, наверное. Вначале диспетчеры должны спрашивать все-таки, на сколько человек это и сколько нужно перчаток и тому подобного ложить туда. Вдруг человек заказал, допустим, на 5, но там бургер будут делить, этот, я не знаю, не суть, не важно. Так вот, итог вы должны сделать сами, но я для себя могу сделать вывод, что в Burger Lab лучше не заказывать бургеры. Как это странно. Всего доброго, аппетитного вам настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых видео. И сегодня у нас старый Новый год. Поздравляю тебя, Ларри. Пока-пока.